В 2017 году я выиграл небольшой грант в рамках президентских программ Российского научного фонда. Грант был на так называемый индивидуальный, то есть на одного человека можно было пригласить аспиранта, но я работал один. Грант был посвящен осмыслению, может быть, даже исторической эволюции того, как люди в Якутии, население Якутии научилось использовать холод. Этот грант в 2019 году закончился, то есть он был на 2 года, но он хоть и маленький, но послужил таким, мне кажется, достаточно неплохим толчком для того, чтобы развить эту проблематику, потому что был вскрыт такой пласт очень, мне показалось, интересных материалов, которые далеко не все, практически не все были введены в научный оборот до этого. И мы в 2019 году с коллегами уже более крупный грант заявили и получили поддержку. Грант называется «Антропология холода. Естественные низкие температуры в системе жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии. Традиционные практики, вызовы современности и стратегии адаптации». И вот там мы уже с коллегами, нас 8 человек. В 2022 году этот грант закончился, но мы получили поддержку на продление, то есть еще 2 года. И вот в 2024 году, летом он заканчивается. В рамках этого проекта мы уже рассматривали холод не только как ресурс, но и как такой фактор важный формирования культурных практик населения Якутии, вообще поведенческих каких-то ролей. И кроме того, важнейшим аспектом, особенно после продления проекта, стало изучение роли возникшего дефицита холода, то есть его сравнительной нехватки по отношению к предыдущим историческим периодам. Допустим, в Якутске, начиная с середины 60-х годов до 2020 года, температура средняя воздуха в зимний период она повысилась на минус 5,1 градусов Цельсия. Повысилась на плюс, естественно, на 5 градусов Цельсия. А в летний период только на порядка 2. То есть именно за счет зимы в первую очередь происходит потепление климата общее. И вот это, кстати, повышение такое аномальное на целых 5 градусов авторы коллективной монографии, которую Институтом затоведения издали, в том числе Юрий Борисович Скачков, они назвали это экстремальным потеплением. И мы исследуем в том числе, как этот дефицит холода влияет на сохранность мерзлоты и, соответственно, как деградация мерзлоты, возникающая из-за этого, влияет на жизнь местного населения. Этот грант, напомню, был направлен на изучение практик использования криогенных ресурсов, то есть снега, льда, вечной мерзлоты, в целом холода, сельским населением Якутии в течение 19 и до начала 21 веков. Почему с 19 века? Конечно, хотелось бы взять из 18, из 17, а то лучше вообще с 16 до прихода русских, когда все еще не подверглось их влиянию. Но, к сожалению, исторический материал позволяет вот это исследовать, точнее этнографический материал, только с середины 19 века на достаточно таком уровне. Но, тем не менее, даже с середины 19 века наблюдаются разительные отличия не только с современным периодом, но и с советским периодом. При этом сразу отмечу, что холод, его использовали всегда. Понятно, что если ты как-то хочешь выживать на этой территории, в этих условиях, ты должен научиться использовать по максимуму природные условия. Холод, снег, лед, вечную мерзлоту, все это тебе надо вовлекать по максимуму в свою хозяйственную деятельность, особенно в тех условиях, когда у тебя нет современного технического арсенала. И вот даже на уровне лингвистического многообразия видно, прослеживается хорошо роль холода в традиционных системах жизнеобеспечения коренных народов Якутии. Допустим, вот Алина Ахметовна Кузьмина в рамках нашего проекта она провела лингвистический анализ якутского языка, и она выделила там
8 смысловых групп, которые связаны с концептом «снег». То есть, если, допустим, такой вот интересный пример, в якутском языке есть такое понятие, как «кемерё-хар». Если бы это мы транслируем на русский язык, то это нетронутый пласт крупнозернистого снега. И вот этот кемерё, его использовали достаточно активно в хозяйственной деятельности. В частности, он являлся источником получения питьевой воды для, как правило, для того населения якутского, которое проживало по берегам небольших озер. Ну, как мы знаем, якуты, они раньше тяготели к аласам, жили небольшими семьями и, как правило, как раз на берегу небольших озер. Так вот, существовал такой традиционный способ получения воды зимой, назывался тамах. Он представлял из себя деревянную раму, на которую послойно как бы налеплялся такой ком снега, и послойно он поливался водой. То есть фактически снег менял свое состояние, приближался ко льду, что это среднее между снегом и льдом. А вес этой конструкции был таков, что его приходилось заносить 2 взрослым людям в дом, и потом его вешали над камельком, на крючке специально, и на крюке точнее, да, и где он по капле отдавал воду, поэтому, собственно, тамах. Этот способ, повторюсь, был характерен для определенных групп населения, которые тяготели к небольшим озерам, которые промерзали до дна. То есть зимой ты там воду не получишь, как через проруби, и лед ты заготовить зимой уже не сможешь. И, в принципе, для населения Якутии заготовка льда уже и в XIX веке являлась, как и сейчас, таким важнейшим источником получения питьевой воды. Конечно, в первую очередь речь идет сейчас о сельских поселениях, потому что в большинстве сел Якутии лед по-прежнему остается источником получения качественной питьевой воды. То есть это вот второй такой мощный ресурс криогенный, это лед для питья. Но возвращаясь, если к снегу, сейчас, конечно, для питья он в каком-то массовых масштабах не используется. Это, в принципе, уже в советский период от такого способа трудоемкого получения питьевой воды отказались, потому что в результате политики поселкования в советский период, в 30-е, 40-е годы, эти мелкие поселения были укрупнены. И, как правило, эти укрупненные поселения, они были по берегам рек уже. Это было удобно и в плане транспорта, и в плане получения воды, и уже перешли на заготовку льда в массовом порядке. От снега отказывались до такой степени, что сейчас, в принципе, уже очень немногие вспоминают о том, что существовал такой способ получения питьевой воды из снега. Что любопытно, кемерё еще используется как источник получения питьевой воды, в том числе существует это понятие, многими оно уже забыто, но существует у охотников. Если они отправляются на какие-то отдаленные участки, куда ты, соответственно, конечно же, не захватишь больших объемов питьевой воды, если там по каким-то причинам ты ее не сможешь получить в проруби, то вот идет на питье вот этот снег. Кроме того, этот же снег раньше употреблялся для чистки вещей, меховые изделия в нем обваливали, чтобы устранить и грязь, и запахи. В принципе, сейчас эти традиции остаются, но в условиях города, допустим, мне родственники недавно передавали ковер, который они вот любезно перед этим в снегу обваляли, но я потом замаялся от песка его. Еще, мне кажется, такой вот любопытный результат наших исследований – это то, что якуты научились в своей хозяйственной деятельности сознательно управлять криогенными процессами. Тут показательна легенда, которую зафиксировал Самогато, что якуты целенаправленно создавали аласы. Аласы, как известно, это форма термокарстового рельефа, она возникает из-за деградации мерзлоты. Так вот, по легенде, якуты эту деградацию вызывали сознательно, устраивав палы. В результате этих палов, это уже как бы, если с научной точки зрения взглянуть, действительно, понятное дело, в результате пожаров исчезает растительность, соответственно, прогревание грунтов оно увеличивается, ну и, соответственно, интенсифицируются процессы деградации мерзлоты. То есть определенное здравое зерно в этой легенде есть.
Кроме того, уже не легенда, допустим, есть такая рыболовная практика якутов традиционная, как куюр. Это ловля где-то примерно в марте месяце с очком рыбы из озер. Это специально сачок и называется куюр. Такими движениями, как центрифуга, в общем, ловля рыбы происходит. Так вот, раньше, в 19 веке, в начале 20-го, для того, чтобы достичь максимальных результатов, якуты готовились к куюру в течение всей зимы. То есть они могли либо очищать озеро от снега, добиваясь его более высокого промерзания, и чтобы рыба в каких-то более концентрированных местах сосредотачивалась. Либо был второй способ, его маг зафиксировал, это путешественник, который проводил исследования, в том числе в Вилюйской группе улусов. Наоборот, якуты укладывали ветки деревьев специально против направления ветра, чтобы снег сосредотачивался, и наоборот, меньшее промерзание в каких-то конкретных местах озера шло. Рыба сосредотачивалась тогда в этих местах. Кроме того, зафиксирован тем же Самогато случай, уже по рассказам, то есть он и его информанты не были этому свидетелями, как на Колыме целенаправленно создавались трещины морозобойные между озером, которое нужно было спустить, а якуты, я напомню, были большими любителями спускать озера, чтобы создавать покосные угодья, и рекой, куда эта вода спускалась. К сожалению, каких-то подробностей этого метода уже Самогато зафиксировать не удалось. Очевидно, если предполагать, то, наверное, важную роль играла очистка снега, где нужно было создать эту канаву, очистка от снега, чтобы больше промерзало. Да, и кроме того, якуты целенаправленно использовали солнце, то есть также сдирали дерн, чтобы создать канаву между озером и рекой, чтобы шло интенсивное протаивание. И почва, соответственно, образовывала, так сказать, канаву, и по ней вода уже уходила в реку. Уходить вглубь веков, даже в 19 век, совершенно другое было разнообразие в той же якутской кухне, присутствие блюд, при приготовлении которых ключевую роль играло криогенное воздействие. Сейчас мы знаем строганину, индигирку, жеребятину мороженую, каспада. И немного других блюд, мартышки, кёрчих и так далее, замороженные. А тогда существовало целое разнообразие, обилие таких блюд, от замороженных птичек, пуночек, которые специально подвергались криогенному воздействию, потому что иначе бы они просто развалились, если бы их в теплое время готовили, до таких блюд, которые, допустим, тар, его называли хлебом насущным для якутов. То есть в 19 веке настолько он был популярным. Тар – это замороженное, перебродившее молоко, фактически сорат замороженный. Его в очень больших объемах замораживали с наступлением холодов, из погребов доставали и замораживали в специальных формах, очень больших таким размерами, и хранили на улице прямо. С чем-то смешивали, видимо? В том числе тар, да, он служил основой для приготовления каш различных, напитков и так далее. Но уже в конце 19 века исследователи фиксируют постепенный отказ якутов от тара. Связывали в том числе с влиянием духовенства, которое продвигало земледелие и, соответственно, лепешки и так далее. Кроме того, нельзя не упомянуть о таком традиционном якутском блюде, как масло хаях. Это кисло-сливочный продукт, он был очень популярным. Даже существовал специальный праздник у якутов – День поедания хаях. По данным Савина, хаях употреблялся и продавался на рынках того же города Якутска до 50-х годов прошлого века. То есть сравнительно недавно о нем забыли, сейчас о нем, к сожалению, очень мало вспоминают. Хотя это достаточно такой, насколько я могу судить, полезный продукт. Это масло, но не жирное. И его, по, опять же, воспоминаниям исследователей 19 века, начала 20 века, очень любили перевозчики из числа якутов. Они брали его с собой в путь. И достаточно небольших объемов хаях хватало, чтобы наесться в дороге. Ну и если мы затронули тему кулинарии, и, как я уже говорил, лед является важнейшим источником получения питьевой воды в селах Якутии.
Кроме того, если говорить о льде, то он, конечно, используется в ледниках как аккумулятор холода. Ледники – это тоже очень важный криогенный ресурс. До сих пор в селах Якутии им пользуются. Конечно, не так активно, как в XIX веке, и даже не так активно, как в XX веке. Но, тем не менее, ледники или булусы по-якутски, они до сих пор востребованы в селах Якутии, особенно в тех селах, где требуется хранить большие объемы как раз льда для питья. Если такой потребности нет уже, то есть есть какие-то источники получения питьевой воды другие, то ледники, как правило, забрасываются. А в целом, что любопытно, как показали наши исследования, пик использования ледников, он пришелся на советский период. То есть когда стали возникать крупные колхозы, совхозы, когда стало активно внедряться звероводство в 30-е, 40-е, 50-е годы, которые для звероводства нужны достаточно серьезные запасы пищевых продуктов, тогда именно и стали возводиться такие большие ледники, которые сейчас называют колхозными, совхозными. Раньше таких больших ледников не было, просто в них и не нуждались. Таких крупных хозяйств не было, и, соответственно, и ледники такие не возводились. Важным фактором интенсификации использования ледников стали военные годы. Якутия в 40-е годы стала одним из центров рыбодобычи, потому что из-за войны привычные рыбопромысловые угодья были выведены из строя, и большая нагрузка в военные годы как раз пришлась на арктические районы Якутии. Вот там стали возводиться в массовых масштабах большие ледники как раз. И большие, и маленькие. То есть у каждого колхоза было по несколько ледников на каждом участке рыбопромысловом. Вот это важный фактор интенсификации использования ледников. Уже к концу советского периода ледники стали забрасываться, потому что свое развитие получило холодильное дело. И плюс, конечно же, сказался общий социально-экономический кризис в стране, то есть ликвидация колхозов, совхозов. И, соответственно, и ледники стали забрасываться. Но не везде. То есть где-то сейчас, как, допустим, в Аргахтахе мы работали, там ледник Колымторга сейчас используется населением в складчину. То есть они в летний период там хранят свои продукты. Также и коммерсанты там хранят свои продукты. То есть вот такое сотрудничество идет, и ледник не забрасывается. В то же время в том же Аргахтахе из-за того, что пришлось закрыть звероферму уже в нулевые годы, был ликвидирован и ледник при звероферме. То есть такой вот процесс. В целом, конечно, наблюдается сокращение использования ледников, в том числе потому, что получило развитие морозильной лари. Это раз. Второе, та же питьевая вода сейчас, лед может просто загружаться в большие емкости, и там в течение лета таять, и уже тебе не нужен ледник. Вот это второй такой фактор. Ну и сейчас, конечно же, наверное, важнейшую роль из тех криогенных ресурсов в экономике Якутии играют автомобильные зимники. Мы знаем, вся арктическая зона Якутии, она в транспортном отношении зависит от зимников в плане снабжения. Ну, что говорить об арктических районах Якутии? Допустим, село Исить, это Хангаласский район, откуда мои родители. Там такая надежная транспортная связь, в принципе, дорога есть только в зимний период. Летом можно, конечно, проехать, попробовать по берегу, но это не всегда получается, и это не дорога, то есть это просто есть такая теоретическая возможность проехать по берегу. Вот зимники. Кроме того, интересная такая санитарно-гигиеническая роль холода, она получает развитие, в том числе не от хорошей жизни, допустим, в селе Аргахтах, да и многих других селах, мусор, бытовые отходы различные, они выбрасываются, выливаются в специальные формы, такие железные, и потом вот эта смерзшаяся масса, она вывозится трактором. То есть потому что нет мусоровозов, какими-то другими способами, такие объемы мусора, которые как раз все больше и больше с каждым годом, раньше таких объемов не было, вот они решаются в том числе с помощью использования ресурсов холода. Интересный пример был в Уолбе, зафиксирован, наверное, многие знают это село, сколько там каждый год создаются из замерзшего навоза символы года. Так вот, там из замерзшего навоза в том числе и мусорные контейнеры изготавливаются, такие экологичные, которые потом после заполнения вот также вместе с контейнером вывозятся на свалку, и там
там уже тает летом. То есть такая экологичная форма получается для сбора мусора. Ну и, конечно, сейчас усиливается досуговый потенциал холода. Катки, ледовые горки, все это было и раньше, но в том числе и ледовые скульптуры сейчас массово используются, снежные скульптуры из того же упомянутого навоза замерзшего. Кроме того, холод становится таким важнейшим, может быть, элементом брендирования Якутии. Все мы знаем крестьянский рынок, куда сейчас активно возят туристов. Такое громкое название он получил – самый холодный рынок Якутии. И вот, пожалуй, вот именно вот такую роль в досуге и брендирования, она, в отличие от других направлений использования холода, она в последние годы как раз возрастает. Таким образом, как показали наши исследования, холод населением Якутии использовался всегда. Как бы ни менялись условия исторические, он эволюционировал и отвечал тем вызовам, которые ставило перед населением Якутии время. То есть, если в XIX веке это было фактически вторичное существование, когда ты зависел сам от себя, холод обеспечивал тебя продукцией, в том числе с помощью упомянутого куюра. Тебе надо было очень много, конечно, для этого действий предпринимать, но тем не менее холод в этом отношении помогал. В советский период, когда возникли крупные поселки, увеличилась роль снабжения. Холод и здесь пришел на помощь в плане зимников, в плане больших ледников. Какие-то направления при этом, конечно, уже отступали, как, например, в пище. То есть, потому что благодаря улучшению снабжения уже совершенно изменились кулинарные предпочтения населения Якутии. И, наконец, в современном периоде, где уже много технической оснащенности, где нет таких крупных хозяйств, может быть, к сожалению, холод также нашел свою нишу, как в таких традиционных для себя отраслях, как, например, питьевой лед, ледники, булусы, так и уже в новых, в плане брендирования Якутии, своего досугового потенциала он открывается с каких-то новых сторон. Поэтому, конечно, холод, он был в жизни населения Якутии, есть и, очевидно, будет активно присутствовать, в том числе с положительной точки зрения.